Широк аюнин карин цац наход кшу цундер ушагайтле архсун подписчикшан. Куза духумш инсилат чул илат адокша духумш каринатхан дехш карина не нах долкешт что он нах дабяхканел багин был нах. Это я гейно керти гойшон. Тига В первом году тига хокке ахка эхна дехш дабяхкана был. Хинц ох илат адокш ки каринатхан. Ахара дацайолса и коудац и латин. И конечно, латин. Цин юк. И хумша духумш хокка эч шорт хумшю. Is roosthoekse, Kuzer Geber geweest, потому что Рошничер, Бершту, Цендалушек, Шейк, музей, без меня, Халита, Кидах, Хана, Кузаса, музей, Яша, и Хумш, Ваях, Для всех русскоязычных подписчиков и соседей, братьев, адыгов, лезгинов, осетин, всех, кто относится к нам с любовью, с уважением, хочу пояснить, вот эти находки, вот эта петля осталась от той самой конюшни, которая в Хайбахе, в которой были заперты около 736 человек и были сожжены, потому что невозможно их было в срок уложиться и вывести с горного селения Нохчичо, от Галанчожского района. Поэтому вот эти останки собираются, и в Краеведческом музее вот по инициативе Юни все, что он находит, отправляется в Краеведческий музей Урус-Мартановского района для того, чтобы потомки знали, сохранили ту боль нашего народа, которая всегда будет в памяти нашего чеченского народа. Дело в том, что появляются даже среди чеченцев скептики, которые там утверждают, что утверждают, там есть такие скептики, которые говорят, там не могло столько людей поместиться, конюшня не такая большая. Вот ее параметры, даже элементарно, мы просто посчитали на квадратный метр, сколько людей вот таких, как ты, посчитали, 1080 при желании поместится. Спокойно можно. Если говорить о том, что это же были старики, худенькие женщины, старики и женщина, которая с 2 детьми на руках, естественно, они все поместились. Но мы даже сейчас говорим о трагедии Хайбаха, подразумевая, здесь Галанчожи под воду затопили человек 200. Вот там расстреляли людей, вот там вот живой старик был 2 года назад, вот он умер, которого штыком проткнули и сестру расстреляли. И он жил, вспоминая, как на его глазах умерла сестра. То есть это люди... Всем жертвам посвящено. Да. Всем жертвам. Поэтому это боль всего чеченского народа и любого нормального, здравомыслящего человека. Потому что убийство, смерть, неоправданная жестокость, она никакому народу она не свойственна, и она не должна быть поощряема. Преступление есть преступление. Белое есть белое, черное есть черное. Конечно, мы сейчас не пытаемся в данный момент каким-то образом развязать какие-то межнациональные ссоры. Нет, мы в памяти жертв, которые погибли, мы прекрасно знаем, что тысячи и миллионы людей, и не только нашего народа, и самих русских пострадали, и русских, немцев, греков, всех пострадали за этот сталинский проклятый режим. Поэтому мы не обвиняем ни грузин, никого, имеется в виду как народов. Это наша боль, наша трагедия. Мы делаем благодаря таким людям, как Юни, благодаря таким людям, как Султан. Мы все делаем, чтобы в памяти нашего народа этот трагический день был всегда. И каждую секунду, каждое мгновение люди знали, что не забывали о своих предках, что нельзя никак допускать такие ошибки и проводить массовые репрессии против невинных людей. Султан, ты являешься представителем нашего научного истеблишмента, нашим археологом являешься. Находки, вот эта местность сама, ты можешь сказать, я знаю, что есть так называемые норницы, я их называю, потому что эти люди сочиняют, рассказывают всякие небылицы. Я бы хотел, чтобы ты тоже сказал бы свое мнение насчет этой местности, насколько она приблизительно, ориентировочно, может, года, чтобы ты назвал, люди, которые проживали здесь, представители нашего народа.
в окрестностях сейчас мы как раз работаем. Мы нашли здесь памятник кабанской археологической культуры, средневековые памятники. Здесь вот в Чармахо есть огромный могильник аланский, так называемый скальные катакомбы, около 200 катакомб. И есть курганы здесь эпохи бронзы. Даже Смирнова, вот эти петроглифы, она сравнивала их и возводила их к кабанской культуре же. Сравнивала с Века, Султан, очень важно, все люди всегда спрашивают вас про века. Приблизительно. Приблизительно 5, 6, 8 век до нашей эры. Это приблизительно, пока предварительные данные этих поселений, которые мы сейчас здесь обнаружили. Вот за этим поворотом, вот, в Бенаха и в Чармахое 2 поселения кабанского времени мы обнаружили. И там еще и средневековый материал идет, аланский. Такие же поселения мы обнаружили в Ахке, Ялхарое, курганные могильники той же эпохи. Пока это только начало работы здесь. Ну, сейчас вот эти вот специалисты пошло. Вчера вот они здесь уже второй день работают, живут, там палатки поставили. Всё. И вот вчера разговариваю, вот он говорит, поразительное, огромное количество поселений, артефактов, всего это. Просто эта земля, говорит, эти горы напичканы историей. Курганы То есть- вообще здесь не были в горах известны до сих пор. Вот это первый раз. То есть можно сказать, вот эту теорию, гипотезу, которую говорили наши предки, что именно приблизительно во времена Тамерлана, что именно горы Галанчорского района были насыщены, и было огромное количество, то есть тех жителей, которые остались. Это подтверждается даже сегодняшнее, да? Именно вот средневековые здесь могильники, огромное количество, 400, из 400 катакомб вот на Ялхароем было обнаружено. 400, да? 400, да. Аллейла, машалла, машалла. Умара не рассказывает, там больше 400 катакомб этих скальных. Здесь не гроты называются, принято был советский год, чтобы, скорее всего, оторвать от аланской культуры. У нас их назвали гротами, но на всем Кавказе их называют скальные катакомбы. Это одна культура, это аланская культура, 12-13 век. Огромная благодарность от меня и от наших всех подписчиков, Султан. Тебе, нашему брату, уважаемому брату Юни Успанову. Огромная вам благодарность за все, что вы делаете. Ашлам, это тебе тоже огромная благодарность. И каждому, кто не безразличен к своей истории, огромная признательность. Кицахума дарот, наш олштег, наш хрватса, нохчивац. Кицахума иншабл тайп наш кузардуй. Сюекхач, иншун мухир хац. Давайте вот на эту тему вот сюекхач муд хашин. Харлемнаш хашче куза итсала жадол кам куза хуэрдацер. Сюекхач муд ха, мне так кажется. Эмш болшхен, эскер долшхен. Место, где скрывались, да. Да, когда войска шли неприятеля, естественно, мужчины шли на сражение, а свои семьи, своих родных, близких, все отправляли сюда, в Галанчор, с труднодоступный Нашха. И вот здесь, естественно, это эпизодически происходило, естественно, в памяти народа осталась мама Нана Нашха. Да, потому что сохраняла, оберегала остатки. Да, естественно, кто-то здесь жили, и вот это теплое воспоминание о Нашха передавалось, естественно, поэтому каждый тейп чеченский, естественно, имел к этому отношение, и мы, но это не значит буквально, что только отсюда мы только разошлись и пошли, потому что, ну как, абсолютно верно, да, это Каспийское море было, там были, эта история, посмотрите по памятникам. Конечно, абсолютно согласен. Эту гипотезу мы очень часто обсуждаем. Просто некоторые люди именно образ, фольклорный образ, рассказы воспринимают чересчур прямо, так сказать, буквально. А так, конечно, большой нохчий народ, начиная от Дарьяльского ущелья, заканчивая дагестанскими, лезгинскими горами, на этой всей территории проживали нохчи, и никакого сомнения нет, что это чисто историческая родина нашего народа. Было, есть и будет, иншаллах. Мотоциклисты едут, рокеры. Да, едут. Мы их немножко обогнали, и Юни. С вами? Да, не с нами, но они как бы догнали. И как раз сейчас, друзья, я бы хотел, мы отключаемся и постараемся помочь немножко Юни, чтобы не быть голословным. Обязательно камень положить надо. Все. Это будете вы соучастниками. Да, этого всего.